Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня приехали в Гладовский район. Исследования исчезнувших деревень по гранту Русского географического общества продолжаются. И мы находимся в очень интересном месте, называется Иднакар. И об этом месте в целом о Гладовском районе нам расскажет краевед, известный краевед Гладовского района Баженова Альбина Владимировна. Альбина Владимировна, что вы об этом месте нам можете рассказать? Очень коротко. Здравствуйте. Ну, мы с вами находимся вот как раз практически на границе городища Иднакар. Городище Иднакар – это столица данного края, древней земли. Городище Иднакар, примерно возраст его – это 9, конец 9, 12, 13 века, 13, наверное, можно сказать. Вот существование Иднакара. И считается, что городище Иднакар основал легендарный батыр, богатырь Донды. Вот мы приехали на новое место, которое называется Весьякар деревня. И об этом нам поведает наш краевед Баженова Альбина Владимировна. Весьякар, второе название Весьягурт. Гурт, вы знаете, деревня. Это более собственно удмуртское название уже, а Весья основа так и сохранилась. Но местные жители называют Весьякар. Весьякар изначально в документах упоминается с 1615 года, по крайней мере, найдено в документах. Там 2 дома стояло, и отмечается, что это были удмурты. Потом состав населения меняется уже где-то через некоторое время, скажем, через полвека, уже через 30 лет примерно отмечается уже, что здесь бесермянин, а у него во дворе удмурт половником со своей семьей, и еще несколько семей. То есть деревня растет. Но в 19 веке эта деревня уже считается русской. Русская деревня. Дело в том, что сюда переехали русаковы из Вятки. И их потомки до сих пор живут в Адаме, например, в Глазове живут. У нас в экспедиции был мальчик Русаков, он как раз Русаков Миша, его потомки отсюда, из этой деревни. Их потомки похоронены на месте Весьякарского городища, рядом с Весьякарским городищем. Деревня большая была? Школа, деревня, нет, деревня небольшая, она всегда была в одну улицу. Отмечает где-то, прямо здесь проходила улица, там деревья видны еще, и это деревня, 30, последняя перепись, это уже в 20 столетии отмечается, там 34 дома, 34 хозяйства отмечают. Но при этом это в советское время, в 20 столетии, это был отдельный колхоз. Деревня и отдельный колхоз имени Ворошилова. Колхоз был. Хозяйство было очень крепким. Оно крепкое, такое процветающее хозяйство. И дело в том, что здесь очень хорошая почва, богатая почва. Дерновокарбонатные, я говорю, каштановые, серые лесные, серые лесные, да. Но самое главное здесь... Борщевик, он, как видите, выше человеческого роста растет. Это как раз показатель того, что богатые почвы. Но здесь склоны, и на этих склонах, на склонах лес вырублен был, и эти склоны очень хорошо защищены. Так что один раз
рассказывают, что целый грузовик привезли в Глазов на ярмарку, целый грузовик арбузов. Отсюда? Отсюда Да, здесь арбузы выращивали. и арбузы выращивали. Ну, естественно, огурцы, помидоры постоянно выращивали. Это отдельное вот как бы направление было хозяйства. Вот мы ехали через заросли борщевика, проехали много километров и оказались на новом месте. Это место бывшей деревни Турай. Об этой деревне Турай нам расскажет Альбина Владимировна Баженова. Ну вот Турай, деревня, это, скорее всего, починок, адамский починок. Почему мы так считаем? Ну, во-первых, по рассказам, по некоторым вот рассказам некоторых информантов мы это знаем. Потом очень такой важный признак, что у них одно кладбище было. Вот, мы точно знаем, что в Турае в Адаме селился Варшут, удмуртский род Чабья, значит, здесь тоже были чабьинцы. И у них вот свое кладбище было. И когда мы проезжали, я показывала это кладбище. Вот. Деревня русская или удмуртская? Это удмуртская деревня, но вот здесь вот такой есть нюанс. Дело в том, что вот рядом с нами находится Пызеп. И здесь очень много, вот рядом с Пызепом, река Пызеп, да, и здесь много названий идет русских. Завод Чаша, контор Гуресь, например, вот, Долгой, деревня Долгой, там есть, откуда эти вот названия. Оказывается, в 19 веке здесь свои предприятия открыл купец Васильев. Его местные называли Каляга-Юр, брюквенная голова. Почему так, в общем, непонятно, но купец-предприниматель был очень хозяйственный. У него был винзавод, у него была мельница на Пызепе. Кстати, на этом месте, вот сейчас на дамбе, примерно на дамбе этой мельницы построен бетонный мост. И еще на месте этого пруда в советское время была Турайская ГЭС выстроена. То есть первые на этой территории электроэнергию получали вот на этой территории. Вот турайцы жили со светом, а люди в это время керосиновой лампой еще. Так вот, купец Васильев, он в основном занимался лесозаготовками. Рубили лес. Здесь огромные леса были. И вот на той стороне мы видим деревню Полом. И вот эта деревня Полом, это вот рядом с ней вот контор Гурези и так далее, завод Шатшан называют. Это вот все были территории, ну вот эта территория все Васильева была. Они рубили лес, вязали плоты, отправляли этот лес по Пызепу, Чевцу и дальше уже Кама и дальше. Вятка. Вятка, да, Вятка. А деревня это Турай большая была? Деревня, ну как, вот если сравнивать, вот я говорила, Висекар небольшая деревня, 34 дома, здесь за 40 было, доходило до 50 домов. Но в основном улица была одна, в основном. Хотя говорят, что и переулки появлялись. Ну, в разное время по-разному. Население в основном было удмуртское.
но здесь жили и другие вот переселенцы, которые вот на предприятиях Васильева работали. Это были и русские, и татары, вот достоверно известно, и были, видимо, других национальностей, потому что немножко ниже по Пызеку здесь есть мельница, которая называется место бывшей мельницы, которая называется Морговин Бупо, Мордвина. Вот мы на новом месте, красивое место, красивый ландшафт кругом, отдельные деревья стоят. Борщевика, как видно, нет, видимо, люди хорошо работают. И об этом нам расскажет, об этой деревне Михайловка Василий Егорович Богданов. Когда-то он был здесь председателем сельского совета. Василий Егорович, что нам об этой деревне Михайловке вы нам расскажете? Что помните? Так, ну я могу сказать этого, как и вот километрах 3 от нас деревня Верхняя Богатырка. Мы эту деревню называем Починка. Из этой деревни Починка Верхней Богатырки несколько семей братьев облюбовали вот это место. И в начале, то есть в 20-е годы прошлого века 4 семьи, что ли, вот сюда переехали, ну, место жительства, выбрали и тут обжили вот это место. Это я сказал вот в 20-е годы прошлого века. Всего в деревне максимум было 16-17 дворов. Значит, своя была ферма. Вот этом в лесочке, за этим так не обросшее это все было, все чисто тут. Там было складские, гумно там было. И этот самый, как его, дальше, ниже были фермы. Все, как и в деревне, так сказать, имеется скотина, они все тут, и лошади, и свиньи, и корову, можно тут держать все. Значит, по левую сторону тут около этого была пожарня. Дальше внизу была кузница, ну а раньше кузница, при переселении кузницы, они за речкой, там ложочек есть ручеек, за ручейком, значит, была кузница и сушилка, зерновая сушилка. Улица была одна, наверное. Одна была улица всего лишь. Сейчас тоже Ага, и этот самый, как его, ну и вот так вот. И так получилось, что в 60-е годы эта деревня исчезла. Да. Причины какие были? Ну, причины, в основном причины не то, что у нас раньше же ездили все на лошадях, а тут, когда появились уже, если первые были перевозка людей, была на грузотакси. Ну и люди, когда в город ездили, и всегда с покупками, у нас тут ни магазинов, ничего нет, и километр тащить чего-нибудь такое, им, ну, это было неудобно. Или надо кому-то встречать, а остальные люди все на работе. В общем, из этих неудобств не то, что вот раньше говорят, вот укрупняли, а у нас, ну, не было возможности вот самостоятельно, как-то сказать, и вот они решили, 2 семьи переехали в Богатырку, остальные в город, ну, человека семьи 2-3 ехали. Вот и все. Тут свой колхоз был, да? Свой колхоз называлась Красный Пахарь. Председателем не помните? Председатель первый был Богданов Ион Иванович. Да. Вот в этом месте он. Да, не родственник? Нет, мы вот у нас деревня Михайловка и Симашур, они переселенцы из Починки, вот это из Верхней Богатырки. И все мы носим фамилию Богданова. Есть еще Третьякова. И все. Других у нас фамилий, так сказать, именно таких основателей этих деревень, других фамилий нет. Но в этой деревне, скажем, вот был Будин. Вот через 2 дома тут был Будин. Будин был переселенец из деревни Донда. Вон там лесочек вот видать, и вот там есть деревня Донда, сейчас мы туда поедем. И вот из этой деревни, как специалиста Будина Ивана Михайловича сюда перевели как кузнеца, мастера, чтобы наладить, ну, эти, как пахотные орудия, там, в общем, для деревни нужны эти, как и оборудование. Кузнец важный Да, специалист. кузнец, да, важный специалист очень. Ну и другое, что-то еще можно. Они в Удмуртии жили, да? Все удмурты. И получается, Да. вот шутку я это был. Потому что Первая Богатырка это мужья,
Семашурушья и почину этот. Мы все, так сказать, основатели этих деревень двух из Богатырки. Вот мы снова на другом месте приехали в сторону Понина. И деревня называлась Донда. Донды. Донды. Ага, Об этой да. деревне нам Василий Егорович ей что-нибудь расскажет. Добавит Альбина Владимировна. Ну, я, конечно, не уроженец этой деревни, но мы с ребятами из этой деревни учились в Полдарае. И так пришлось, что вот с друзьями я несколько раз тут посещал эту деревню. В этой деревне, по рассказам моей матери, была вот на этом месте где-то примерно вот так часовня. У часовни, значит, был колодец, маленький родничок, и вот оттуда, скажем, на время молебен там брали воду для освящения. Значит, самые почитаемые такие молебные дни, эти были Михайлов день, самый почитаемый Михайлов день, ну и, наверное, какие-то другие, вот скажем, Николин день, еще какие-то, но Николин день приходится на май месяц, там особо, так сказать, на эти мероприятия времени нет, ну и, может, на Троицу вот собирались и все такое, но самый, вот я говорю, почитаемый день, это на Михайлов день, тут собирались, да, с друзьями встречаться, тут ярмарки всякие, даже мой дед, когда вот этот самый с другами, так, он отсюда овцу купил, и овца очень такая хорошая была, плодовитая такая, и, в общем, по тем временам считалась очень чуть не элитной. В общем, да. А здесь я хотела бы вот что добавить. Часовня это появилось не просто так здесь. Дело в том, что жители этой местности, они первые христиане стали, они крестились первыми. И им в подарок центральной власти, чуть ли не Екатерина II, она подарила икону, послала икону сюда. И вот благодаря этой иконе здесь поставлена была часовня. Одна из самых первых. За прошлом веке подъезжает. Да, где-то это 18 век получается. Вот. Ну, об этом вот более подробно и более точно рассказывает Глеб Александрович Кочин. У него можно эти материалы найти. Но, по крайней мере, вот деревня это не просто так. Она... Василий Егорович, а деревня большая была? Сколько улиц было? Ой, две деревни в моем, так сказать, представлении, когда я уже вот с этими ребятами учились вместе, тут Т-образная была улица. Вот, да, из Понина туда в Ильгурт и в сторону Полдарая. И все, остальное не знаю. Вот, Две большие улицы, да? да, та улица в сторону Полдарая не очень была, а вот что с Понина на Ильгурт, это была длинная улица. Вот между ними вот так в уголочке был в мое время клуб был, и там магазин даже этот самый, магазин тут был. Ну и в остальном все. Ребята ходили в Полдарай школу. Ну еще что тут такого, я даже не знаю. А про мельницу говорили. Вот. Про мельницу, я про мельницу даже этот самый, я где примерно место даже вот там около Семашура знаю, вот так и называли у нас Дом Довуко. Дом Довуко, Дондинская мельница. И почему я это знаю? Потому что там эти камни для бани брали. Вот этого как его. И они, да, и этот самый, эти камни, говорит, Дондовуко Ишпивайоно, вот так вот из этого, я этот самый припоминаю. А так я уже эту мельницу не знаю. Вот мы снова на новом месте. Проехали деревню Полдарай и оказались на месте бывшей деревни Мальгино. Мальгиновка. Мальгиновка. Да. Ну, об этой деревне нам, наверное, расскажете что-нибудь, да, Василий Егорович? Ну, я тоже особо, так сказать, много тут, наверное, не смогу сказать, потому что я в этих краях не жил, только в Полдарае учился. Но из рассказов, так сказать, моей матери и старых жильцов знаю о том, что вот тут была мельница. Впоследствии на этой мельнице, значит, было сделана ГЭС, гидроэлектростанция, да, которой пользовалась эта деревня Полдарай, и там рядом была Сосновка еще деревня. Вот эти они пользовались. Ну, славилась эта деревня, тут была хорошая мельница.
хорошая мельница. И самый, что есть, кто это сделал, это по нынешним выражениям был предприниматель Мальгинов, который держал этот самый магазин в Глазове, в городе. Он, значит, занимался пчеловодством и этот самый, ну, другими такими какими-то вот промыслами, охотой, видимо, или, в общем, так. Был достаточно зажиточный, так сказать, предприниматель. Он единственный во всей Понинской волости по эту сторону Черцы имел велосипед. И вот у нас в нашей деревне у ребят была даже организована очередь, когда он, значит, на работу туда едет и обратно на велосипеде. И ребята установили очередь, чтобы ему открывать в конце деревни были загорожены, чтобы скот не попадал на пастбище, то есть на поля. И вот открывали, закрывали вот эти ворота. И вот этот Мальгинов, значит, этот самый этим ребятам, то ли конфетку, то ли разве какой-то грошек бросит. И вот этот вот самый, как его, вот на этом основывалось вот это я чем знаю. Когда примерно эта деревня исчезла? Ну, эта деревня в начале даже 60-х годов. Экспедиция наша продолжается, и мы приехали в интересный музей деревни Дон-Декар. Об этом музее нам кое-что поведает Василий Егорович. Так, И представит хозяев. Я не знаю, насколько я поведаю, но тут есть у нас этим, так сказать, владелец заведения, который отвечает за это все. Вот Елена Витальевна Сошникова. Так, ну я как бывший, так сказать, житель здесь, ну могу и рассказать, да, какие у нас деревни тут были при мне, и которые исчезли. Вот тут написано, сколько у нас деревень, так? 10. Было 20 населенных пунктов именно в этом сельсовете. Вот кто перечеркнуто уже, и эти деревни исчезли. Самая последняя, наверное, деревня вот исчезла Сороково. Сороково, это значит было в 87-88 годах. Да. А остальные деревни уже они все Еще раньше, да? еще раньше, да, еще раньше. Вот деревня есть Поркар. Поркар. Это там есть даже сейчас до сих пор еще есть эти валы со времен гражданской войны. То есть городище, Да. и там городище, Городище, были, ага. И вот да, Поркар. война. Туктыши. Вот эта деревня Туктыши, тут был лесоучасток, назывался Белорецкое лесничество, лесхоз. И после со временем лесоучасток вот сюда, Чажайский лесоучасток перешел, а колхоз, этот самый, деревня осталась, там была начальная школа. Тут начальная школа была и в этом Шудегово, вот. И 7-летняя школа была в деревне Портяново. В деревне Портяново осталось сейчас очень немного жителей совсем, но там еще есть. Так, в деревне Ярошур тоже давно этот самый. Чажайка. Я приехал сюда работать в 86 году, там еще одна семья жила. Да, семья жила, но они переехали в поселок Чажай, там лесоучасток. Все, Катаевка. В этой Катаевке была мельница, пруд был, небольшая была деревня. Так, ну, Катаев, Туктыши, Щерпи, Гогольпи еще раньше тоже деревня исчезла. Шалкопи тоже. Вот, и все. Какие были, так сказать, у нас. Вот такой вопрос у меня возник сразу же. Поркар. Пор это же мариец. Ну, видимо, да. Марийцу, видимо, основали, да? Я... Нет, говорят сейчас. Просто не удмуртские, немножко другая группа населения. Вот самое удивительное, Поркара много. Вот Поркара, как раз вот за Кравьярский район поедете, и там тоже про Поркары скажут вам. Кстати, тоже часть из них исчезнувшие. Кажется, в Юкаменском районе есть. Вот Поркары связывают здесь не с марийцами, не с марийским населением, а угорским. А вот угорское население здесь, манси в основном,
говорят, пошли. Пошли. Вот их следы здесь обнаруживаются. В топонимике они обнаруживаются. Спасибо. Вот. Ну вот Шалкопия, оказывается, не одна улица была, вот смотри, какая большая.